Информационные итоги дня подводит программа «Новости». В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Прогнозы, переживания и подготовка. Теперь все позади. Финал Кубка России состоялся. Это правый. Нагнетает. Диара! Гол! Чем закончилась битва Анжи и ЦСКА на Ахмат-арене? Тем временем Чечня готовит своих будущих чемпионов. Футбол должен развиваться у нас по всех регионах страны. Главный тренер сборной страны оценил возможности республики. Все для них, для самых маленьких. Клоуны, аниматоры, артисты, все они постарались, чтобы сегодняшний день остался в памяти детишек надолго. В республике отметили Всемирный день защиты детей. Финал Кубка России состоялся. На Ахмат-арене сошлись московский ЦСКА и махачкалинский Анжи. К этой игре было приковано внимание всего футбольного сообщества. Ожидания фанатов оправдались. Матч вышел зрелищным и непредсказуемым. За происходящим на футбольном поле наблюдал Хамзат Аюбов. Слова – это музыка Вагнера. Финальный куплет в исполнении двух лучших команд по итогам турнира. Прекрасно организованный праздник футбола, как отмечают все гости чеченской столицы. И руководители футбола России, и тысячи болельщиков с разных регионов страны. Чеченская республика показала свое гостеприимство, и футбол начался. Анжи и ЦСКА подошли к решающему матчу самых боевых составах. Около 16 тысяч болельщиков из Махачкалы, фанаты армейцев и, конечно же, много местных любителей красивого футбола устроили очередной аншлаг на Ахмат-арене. В ожидании интересной и захватывающей игры на стадионе присутствует и почетный президент футбольного клуба «Терек», глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он лично поздоровался с каждым игроком и пожелал хорошей игры и удачи футболистам. Приветствует глава Чеченской республики, Герой России. Трансляцию финала Кубка России в этом году впервые проводят операторы ЧГТРК «Грозный». Сигнал на государственный телеканал передается с помощью работников местной телекоммуникационной сферы. Звучит гимн Российской Федерации. Свисток главного арбитра матча Александра Егорова, и представление началось. Команды без разведки взялись за результат. И уже в самом дебюте матча на рандеву с Габуловым выходит Ахмед Муса. В своем коронном стиле на скорости оторвавшись от защитника. 7-я минута и 1-0. В начале встречи Ахмед Муса сумел с острого угла поразить ворота Владимира Габулова. Мы видим, что мяч прошел под руками. Махачкалинцы, подгоняемые трибунами, всячески пытаются отыграться. На пути постоянно оказывается голкипер красно-синих Игорь Акинфеев, который проводит этот матч, как всегда, на высшем уровне. Не смутил вратаря сборной даже выход 1 на 1 именитого камерунца ЭТО. Первая половина игры заканчивается с минимальным преимуществом москвичей. Но инициатива на стороне махачкалинцев. Во втором тайме наблюдается та же картина. Много атак, но без результата. Свое недовольство развитием событий на 74-й минуте решил показать Ласана Диара. Пушечный удар из-за пределов штрафной полетел прямо в правую от вратаря девятку. Акинфеев против такого выстрела оказался бессилен. 1-1. Перестановки Хидинга привели к тому, что на левом фланге атаки, может быть, не так жарко стало, зато правый нагнетает. Диара! Гол! Вот это ударище! Сравнивает счет Диара и тут же подскакивает со своих мест абсолютно все без исключения. На этом интересные моменты матча не закончились. За несколько минут до истечения основного времени прямую красную карточку получает игрок армейцев Понтус Вермблум за откровенную грубую игру. Матч закончился ничейным счетом. Впереди 2 дополнительных тайма.
В большинстве Анжи атакует еще больше, однако ЦСКА отлично справляется в обороне. Более того, имеет несколько собственных опасных выпадов к чужим воротам. Больше отличиться не удалось никому в серии пенальти. Первым к точке подходит Мубарак Буссафа, который уверенно отправляет Круглого в сетку. Павел Мамаев сравнивает 1-1. Вторым пробивать 11-метровый у махачкалинцев выходит Юрий Жирков. Но все свое мастерство демонстрирует голкипер армейцев Акинфеев и первый незабитый пенальти. Надежду болельщикам с Дагестана подарил автор первого гола в матче Ахмед Муса, который не забил свой мяч. Однако также нервы подвели и Жуселея. В итоге 4-3. В послематчевой лотерее удачливее оказались игроки ЦСКА. И уже семикратные обладатели Кубка празднуют триумф. Церемония награждения прошла не менее красочно, чем программа до матча. Национальный колорит придавал этому особый антураж. Глава республики вместе с легендарным Никитой Симонян провели награждение всех участников финала. Лучший финал в истории Кубка в России феерически подошел к концу. Болельщики Терека уходят с матча с надеждой, что в следующем финале Кубка в год десятилетия исторической победы нашей команды в этом турнире грозненский клуб повторит результат уже далекого 2004 года. И уже позже на своей страничке в Инстаграм Рамзан Кадыров отметил: это был исключительно зрелищный футбол настоящих мастеров. Анжи и ЦСКА показали игру мастеров высокого класса. По пенальти удача улыбнулась ЦСКА. Это достойная победа, и поражение следует считать достойным. Еще раз говорю, удача улыбнулась ЦСКА. Хотя болельщики команды не поддержали игроков, они провели матч с полной отдачей. Грозный создал для матча и болельщиков идеальные условия. Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что по 10-бальной системе поставил бы руководству Чечни за организацию матча 10 с плюсом. Это оценка работы сотен и тысяч жителей и должностных лиц Чечни, которые трудились днем и ночью и делали все для достойного приема гостей. Симонян утверждает, что это было выше всяких похвал по части организации, подготовки и создания доброжелательной обстановки. Он особо отметил, что такого финала Кубка не было в России никогда, и он выше всяких похвал, также в части подготовки стадиона. Также глава Дагестана Рамазан Абдулатипов поблагодарил Чечню за теплый братский прием. Он говорил, что не просто одновременно принять десятки тысяч болельщиков и каждому создать нормальные условия, и сказал, что так должно быть в России. Такими и должны быть отношения между народами нашей страны. На трибунах находились известные и уважаемые в России люди, гости из-за рубежа, олимпийские чемпионы, герои России. Думаю, что этот праздник футбола всем запомнился на всю жизнь. Спасибо. Прекрасная организация матча, прекрасная встреча, да, молодец. Так выполнил, сказать, дошел так. Искренне благодарность вам, вот, потому что я еще раз говорю, это не то, что не лезь вообще, но такой организации, такого финала, такой обстановки не было. Поэтому вам огромное спасибо. С моих поклонов. Это мы все вместе сделали. За организацию и подготовку к этому масштабному спортивному событию медалью за заслуги перед Чеченской Республикой удостоен менеджер футбольного клуба «Терек» Александр Федосеев. Награду он получил из рук Рамзана Кадырова. Алхазур Керимов, Хамзат Аюбов, Ибрагим Налаев. Новости. И теперь вернемся к тому, как начинался этот день. Перед игрой виновник торжества официально прокатился по Грозному. Автоколонну возглавлял именитый Rolls-Royce, а за ним другие авто. Кубок повезли под охраной в сопровождении известных чеченских спортсменов. Пункт назначения – спорткомплекс «Ахмат-Арена», где уже собрались футболисты из Москвы и Махачкалы. Чтобы побороться за него, к проведению Кубка России в Чеченской Республике готовились душой, ведь желающих посетить матч было огромное количество. В Грозный съехались многочисленные фанаты футбола из разных районов Чечни и гости из других регионов страны. В освещении этого события были задействованы десятки журналистов. Грозный принимал сегодня не только футболистов и болельщиков. Поддержать родную команду прилетела и исполняющая обязанности главы Дагестана. В аэропорту Рамазана Абдулатипова встретили председатель парламента Республики Дуквах Абдурахманов и первый вице-премьер правительства Исат Умхаджиев. Они горячо поприветствовали гостя на чеченской земле. Принимающая сторона также добавила, что чеченские болельщики футбола всегда поддерживают дагестанский клуб.
Наблюдать за финальным матчем Кубка России в столицу Чечни прилетел и главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло. В аэропорту Грозного почетного гостя встречали представители руководства республики. О том, что успел увидеть в республике столичный гость до начала матча, расскажет Адлан Дудаев. В аэропорту Грозного приземляется самолет с главным футбольным тренером России на борту. Знаменитого в свое время итальянского футболиста Фабио Капелло встречает министр спорта Саламбек Исмаилов, мэр города Ислам Кадыров. Господин Капелло признается, что вылетел в Чечню в отличном настроении. Очень рад быть здесь, очень рад впервые посетить Грозный, очень рад уже такому теплому приему, который я сейчас вижу. Рад познакомиться с людьми, которые занимаются здесь спортом и руководят. Очень рад быть здесь. Я думаю, это очень важно, потому что футбол должен развиваться у нас во всех регионах страны. И проведение финала Кубка, безусловно, очень важное событие для этого развития. Сегодня у нас большой праздник спорта. Все организационные вопросы закрыты в плане размещения гостей и спортсменов, в плане обеспечения безопасности. Все готово, чтобы насладиться праздником футбола. Вчера мы показали нашим гостям, какие у нас условия для развития детского футбола, условия для проведения матча такого уровня. Все это великолепие, конечно же, результат огромных усилий главы Республики Ахмата Кадырова, который делал все возможное, чтобы спорт стал модным явлением нашей республики. Салам алейкум. После небольшой экскурсии по городу бывший тренер итальянских футбольных клубов Реал Мадрид, Ювентус и Милан встречается с юными чеченскими футболистами. В Академии футбола «Рамзан» тренируют сегодня 150 ребят в возрасте от 8 до 18 лет. Воспитанники клуба всегда участвуют в финальных матчах чемпионатов страны среди юношей. Здесь закаляется их сила духа для выхода в большой спорт. Когда он уже познает, для чего он занимается футболом, что этот футбол для него уже является профессией, когда человек воспринимает вот такие вещи, вот тогда он уже как бы вступает на профессиональный уровень, на большое поле выходит. Гости осматривают инфраструктуру академии, просторные трибуны, помещения для раздевалки, душевые. Для полноценного развития у ребят есть и свой большой плавательный бассейн. Столовая для юных футболистов, разнообразное меню. В холле главного корпуса самые памятные фотографии. И вот здесь повесь в академии где-нибудь, чтобы... Фабио Капелло оставляет свою подпись на мяче и гербе Академии футбола «Рамзан». Уже на стадионе ребята фотографируются со знаменитым тренером. Ну и, конечно, национальный чеченский танец. Адлан Дудаев, Руслан Балаев, Аха Кантаев. Новости. Еще за несколько часов до начала сегодняшнего матча на центральной площади Грозного состоялась другая игра. Футболисты из юношеских команд Чечни разделились на две группы и играли друг против друга. Таким образом, пытаясь спрогнозировать исход состязания на Ахмат-арене. Уже давно в Грозном не появлялись тонированные приоры. Болельщики Анжи еще за день до матча начали заполнять улицы и площади чеченской столицы. И даже зной не в состоянии помешать истинным фанатам футбола. Ведь на кону Кубок России. Анжи чемпион! Анжи чемпион! Я даже скажу, и то забьет с передачи Вильяна. Думаю, что Диара забьет. И кто-нибудь из наших пацанов. Пока болельщики в ожидании главного матча сезона, юношеские команды Чеченской лиги проигрывают возможные варианты развития событий на Ахмат-арене. Только вот с мячом не совсем повезло. В этой игре можно потерять с поля зрения своего напарника, но только не мяч. Если обычно его диаметр чуть больше 20 сантиметров, то здесь размер сферы достигает до 2,5 метра. И как все заметили, мяч не выдержал такого натиска. Но все же красно-синие открывают счет. Игра продолжается обычным футбольным мячом. Такой ход событий больше по душе желто-зеленым игрокам. Они сразу же берут инициативу. Данное мероприятие приурочено, значит, к финалу Кубка России. Здесь представлены юношеские команды практически со всей республики. Задача показать гостям, которые приехали, а гостей, мы как знаем, очень много приехало, показать, что в Чеченской республике футбол развивается быстрыми темпами. Наблюдая за импровизированным матчем Анжи ЦСКА, болельщики из Дагестана заряжаются энергией для предстоящих баталий на Ахмат-арене. Тем более, что в этой игре побеждает дагестанский клуб. Анжи чемпион! Завоюет Кубок России! Алхазур Керимов, Юнус Ацаев, Дауд Куруев. Новости.
Сегодня весь мир отмечает Международный день защиты детей. Маленьких жителей нашего региона с этим праздником поздравил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Цитата. «Этот праздник касается каждого из нас, ведь дети – это наше будущее, это наша гордость и главное достояние». Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров подчеркивал, что мы должны трудиться и развивать свой регион, обеспечивая нашим детям достойное будущее, чтобы они никогда не пережили то, что пришлось испытать нам. Он уделял особое внимание восстановлению социальной сферы. Ахмат Хаджи прилагал все усилия, чтобы наше подрастающее поколение могло спокойно учиться, развиваться и добиваться больших высот. Ради этого он жил и отдавал свои силы. Сегодня мы продолжаем его дело, реализуем единую концепцию духовно-нравственного воспитания молодежи, строим детские реабилитационные центры. Наш регион является одним из лидеров в стране по уровню рождаемости. У нас нет детских домов и брошенных детей. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов высоко оценил проводимую нами работу по воспитанию молодежи и подрастающего поколения. Он поставил нашу республику в пример всем остальным регионам страны. Родители должны закладывать в ребенке с самых малых лет культурные, национальные и религиозные ценности. Ведь только так можно воспитать настоящую личность, настоящего патриота своей страны. Я желаю всем жителям нашей республики семейного счастья и благополучия. Пусть наши дома всегда наполняет детский смех и радость». Конец цитаты. Праздник для сотен детей устроил сегодня региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Для ребят организовали экскурсию в парк национальной культуры в Грозном, где их ждали многочисленные развлечения и сладкие подарки. Элина Дадаева продолжит. Для сегодняшних гостей парка национальной культуры подготовлена специальная программа. Детей встречают концертом и сказочным представлением. Здесь же награждают победителей конкурса «Моя Родина». Воспитанникам школ искусств предстояло перенести на полотно свое видение окружающего мира. Лучшие работы были отмечены почетными грамотами столичного департамента культуры. Далее детей ждет парк развлечений, надувная спортплощадка, батуты, а для любителей автомобильной езды и машины. Особой радостью у ребят вызвали мороженое и фруктовые напитки. От них не откажется ни один ребенок. В сегодняшней программе все как в детском лагере отдыха. После полдника экскурсия в зоопарк. Многие из ребят видят этих животных впервые. Они стараются внимательно разглядеть каждого зверя в питомнике. Вот беркут – хищная птица, которая может нападать на животных, значительно превосходящих его по весу и размерам. А вот медведица Машенька, кстати, она здесь поселилась всего пару дней назад. Похоже, рада маленьким гостям. Она показывает, как умеет плавать. Этот праздник подарили детям глава республики Рамзан Кадыров и Аймани Несиевна, президент регионального общественного фонда имени Ахмат Хаджи Кадырова. Более 500 ребят, инвалиды, сироты, дети из многодетных и малоимущих семей получили сегодня возможность весело провести время и пообщаться со сверстниками. Мы благодарны сегодня о такой заботе нашего руководства республики и нашей и матери его, Аймани. Дерейс Хульцан, Далси Дольцель, Подбитцаден, Цана, На этом экскурсия ребят не закончилась. Дети здесь будут веселиться до самого вечера. С уверенностью можно сказать, что этот праздник они запомнят надолго. Элина Дадаева, Муслим Типаев и Джамиль Ахмадов. Новости. Праздничный вечер организовали сегодня и для воспитанников Грозненского центра социальной помощи семье и детям. На базе отдыха «Асса» в станице Асиновская руководство санатория для них подготовило веселые конкурсы, игры, танцы и катание на катамаранах, а также праздничный обед. Летний подарок детям организован парламентом республики совместно с региональным Минздравом. Маленькие гости получили от руководства базы отдыха игрушки и сладости. На сцене выступили с концертной программой творческие коллективы Сунжинского района. Свои сценические способности продемонстрировали и воспитанники социального центра. По-своему отметили 1 июня дети военных. На территории 46-й бригады внутренних войск МВД России для них устроили смотр боевой техники, после чего ребят ждали концерты и представления, к участникам которых дети и сами с удовольствием присоединились.
11-летний Абит Низиров пытается побольше узнать об АТРе. Он изучает боевую машину изнутри и снаружи. Ведь такая возможность у него появляется нечасто. Родители мальчика несут службу в этом подразделении уже несколько лет. Руководство 46-й бригады внутренних войск МВД России организовало для семей военнослужащих смотр военной техники, приурочив его к Международному дню защиты детей. Я сегодня на БТР, мне понравился очень. Интересно было в нем сидеть. За рулем там. Но там не так уж что много пространства. И всегда стукаешься туда-сюда. Ну что же, дети есть дети, и им интересно все, что касается развлечений. Поэтому у оружия ребята долго не задерживаются. Их уже ждут аниматоры и клоуны. Малыши с удовольствием присоединяются к представлению. Пригласили клоунов. Сегодня на площадке работает театр кукол из города Грозного. Сегодня у детей появилась возможность посмотреть технику, вооружение. Поэтому они сегодня лазят в этих машинах, в этой технике, знакомятся с оружием, играют, развлекаются. Специальные номера приготовили и сами воспитанники. Всего на территории 46-й бригады живут около 200 детей. Военный городок закрыт для посторонних, но вниманием ребята не обделены. Актеры и артисты часто приезжают с концертами и представлениями. Сегодня на суд маленьких зрителей представлен спектакль «Хищный заяц». Для детей спектакль организован, и различные музыкальные номера, и детский сад выступил, и шарики подарили. Конечно, мы очень довольны, очень рады всему. 46-я бригада сформирована в 2000 году. Здесь проходят службу более 7 тысяч военнослужащих. Так что большинство детей растут в семьях, где оба родителя военные. Сегодняшнее торжество подходит к концу, и теперь малыши с нетерпением будут ждать следующего праздника. Такого рода развлекательные мероприятия прошли в остальных частях, расположенных в Чеченской Республике. Клоуны, аниматоры, артисты, все они постарались, чтобы сегодняшний день остался в памяти детишек надолго. И судя по их улыбкам, им это удалось. Ахмед Джабраилов, Расул Мусаев, Джамал Хаджалиев. Новости! Все ради детских улыбок. Министерство по делам молодежи организовало для детей погибших правоохранителей праздничный концерт. Гостем вечера стала и Хадижа Дулаева, вице-премьер по социальному блоку. Тему продолжит наш корреспондент. Представление еще не началось, а зал уже переполнен. Маленькие зрители с подарками в руках в ожидании чуда. И вот занавес поднимается, и на сцену выходят первые герои. Ими оказалась банда хулиганов, но особо разгуляться злу не удалось. Добрая фея тут же превращает незваных гостей в хороших и послушных детей. Что скажете теперь? Ой, что-то голова разболелась. Ой, чуть не затуло. Мне мама сказала, чтобы я подмела во дворе. В таком позитивном духе прошло все мероприятие. Сказочные герои пели и танцевали вместе с детьми. Но особенно порадовало зрителей появление на сцене известных героев мировых звезд. Танец Майкла Джексона и выступление бурановских бабушек. Пожалуй, это были самые молодые и энергичные бабушки в мире. В зале дети правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга. Поздравить их с праздником пришла и вице-премьер правительства Хадижа Дулаева. Дорогие марши АДО, я вот смотрю в зал, все такие веселые, радостные, у вас у всех подарки в руках. Хочу поблагодарить региональный общественный фонд имени первого президента за предоставленные вам подарки. И хочу вас еще очередной раз поздравить. Вместе с ведущей на сцене выступают дети, участники различных творческих коллективов и воспитанники детских садов. По словам Миланы Горбековой, зритель принимал так, что работать было совсем несложно. В зале творилось что-то необычайное, и, с одной стороны, это было очень здорово и красиво. Было больше, по-моему, 1000 детей в этом зале, потому что на кресле по 2 ребенка мы сажали. Мне кажется, праздник удался, потому что дети участвовали в том, что происходило на сцене. На сцене были различные творческие коллективы. Яркие эмоции и подарки. Вечер прошел на ура. Юные зрители унесли с собой массу впечатлений. Концертную программу ко Дню защиты детей организовали сотрудники Министерства по делам молодежи, подарив этим детям праздник и заботу, которой порой им так не хватает. Лариса Салтукиева, Беслан Арпанов, Жамал Хаджалиев. Новости.
Детский праздник отметили и в Урус-Мартановском районе. Воспитанники Дома детского творчества организовали концертную программу. Ребята гостям пели, танцевали, принимали в свой адрес слова поздравления и пожелания от руководства муниципалитета. Также здесь были представлены творческие работы детей. Массовое мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, прошло сегодня и на центральной площади Гудермеса. Администрация района и управление культуры решили организовать выставку рисунков и спортивные состязания. Перед гостями торжества с концертом выступили школьники со всего района и воспитанники Дома творчества. А картины молодых художников были посвящены миру, счастью и добру. Праздник сегодня состоялся. Большое количество детей, родителей празднуют этот прекрасный праздник детства. И в конце выпуска штормовое предупреждение от МЧС Республики. В ночь с 1 на 2 июня местами в Чеченской Республике ожидаются сильные грозовые дожди, ливни с градами, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. На реках неблагоприятные паводки, а в горах возможен сход селей. Существует вероятность повреждения инженерных систем, объектов жизнеобеспечения, жилого фонда. МЧС рекомендует гражданам ограничить пользование личным транспортом и подготовиться к возможным последствиям стихийного бедствия. На этом у меня все. Я желаю вам только хороших новостей. Адьос.